Неофициальное подведение итогов года в формате такой встречи уже стало традицией кирово-чепецких СМИ и руководства города. Журналисты и главы вспомнили самые значимые события 2012-го, их освещение и дальнейшее развитие. В целом все согласились, что радостных новостей в ушедшем году было больше, но не обошлось и без проблем. Вновь вспомнили и о лидере в рейтинге новостей области прошлой осенью Каренторском мосте и о том, как это освещалось. Уж и так его, уж снимали и так, и сяк. Я всегда говорю, любую личность начинайте снимать со стороны унитаза, получится, явно неприглядная картина, правда? Но это правда. Портрет будет одинаковый у всех. Но это правда. Правда, да? Да не совсем, с различиями. Чтобы информация была объективной и полноценной, стороны готовы к открытому диалогу, заявили главы. А некоторые журналисты считают, что руководству города стоит простимулировать развитие качественной журналистики в Кирово-Чепецке. К примеру, устраивать грантовые профессиональные конкурсы. Раньше был, например, Кирово-Чепецк спортивный конкурс. Журналистов как-то поддерживали, оценивали. Эта номинация сейчас вообще ушла из конкурса Кирово-Чепецк спортивный. Как администрация города местные СМИ может поддержать? Не рекламные, а именно информационные местные СМИ. Вот в чем вопрос. В неофициальной обстановке журналисты использовали шанс получить ответы на многие вопросы о жизни города и не только. К примеру, главам задали вопрос об их отношении к критике и оскорблениям в интернете. На что Владимир Крешетов и Виталий Жилин ответили, что форумы не читают, а критику принимают, но только объективную. Что касается, как я отношусь к оскорблениям, ровно так же, как и вы, как нормальный любой человек. Вообще, в какие-то времена за оскорбление били по морде. Я бы с удовольствием это делал. Но статус мне это не позволяет. В конце встречи журналисты решили, что для решения проблем родного города, возможно, СМИ нужно чаще встречаться. А власти обещали быть всегда открытыми и честными по любым вопросам. Мария Целева, Алексей Култышев, Вести АКТВ.